До открытия оставались считанные часы, а дело у строителей все еще не впроворот. Закрепить памятную табличку на стене, доварить последний шов на ограде, приготовить места для дорогих гостей. Везде вокруг суровые мужчины в костюмах и с погонами. Перед приездом сразу нескольких президентов службы безопасности и протокола осматривают здесь каждый угол и сверяются с бумажными планами. Вот отсюда, вот наверх. Между людьми в пиджаках, рабочими и поливальными машинами пробираются местные жители. Мечеть и президент Путин – это, конечно, круто, но и свои дела у них тоже есть. Стройка причиняет большой дискомфорт, конечно. Ну, надеюсь, сейчас все закончится, будет полегче. Ну, по пятницам, конечно, большой наплыв народа тоже не радует. Пятничная молитва для местных – это особое время, ведь в их дворах появляются разом 5-6 тысяч человек. Тут мест никого нет. И это сделано все ради приезжих. 150 тысяч, жилья нет во время крупных, так сказать, молебнов. Ну, сами понимаете. Живут старики, больные, дети. А у них ночные службы. Окна квартиры аборигена Александра выходят прямо на новую мечеть. Из балкона она радует глаз, но на улице уже все иначе. И золотые купола видны не так хорошо, и старых соседей вокруг почти не осталось. Мы мечтаем уехать отсюда, продать квартиру. А что не продаете? Это не так просто. Ну, в общем, большинство уже думают отдать эту мусульманам территорию. Тем, кто исповедует ислам, наоборот, здесь очень удобно. Вышел из дома и тут же зашел в мечеть. Местный житель Шер Мухаммед говорит, что искал именно такую квартиру. Буквально года 4-3 тому назад мы приобретали с семьей, и мы все эти нюансы учитывали, так что это нам по душе и нам удобно. Поздним вечером, накануне торжественного открытия мечети, муфтий Рушан Аббясов пустил нас внутрь. Она действительно очень красивая, а вмещает в 10 раз больше, чем старая. Те люди, которые не смогут попасть в главный зал, они смогут наблюдать все посредством прямой онлайн-трансляции, которая будет отображаться на экранах. Муфтий с гордостью показывает нам убранство мечети. Расписанные золотой вязью стены, люстры, ковры. Но нам интересно, а знает ли священнослужитель о переживаниях местных жителей? Наверное, не надо пугаться. Все-таки люди, когда покупали жилье или сюда переселялись, они знали, что они будут жить около мечети. Марина, местная в 4-м поколении, конечно, все это знала. Все, кроме размеров новой мечети. Нам представили макет мечети. Она была совсем маленькой, и мы согласились. И эта картинка долго висела. И когда вот это вот затеялись вот эту стройку, мы, конечно, все ахнули. Но теперь переживать уже поздно, и Марина надеется, что верующие отныне будут молиться не у нее во дворе, а в новой большой мечети. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.